Здравствуйте. Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе на 29 августа. Елена Федоровна, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Доброе утро. Сегодня на 29 августа в Якутии всего зарегистрировано 42 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе в городе Якутске 19 случаев, в Мирнинском районе 4 случая, в Нюрингринском, Оленёкском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском районах по 2 случая, в Абыйском, Алданском, Верхоянском, Вилюйском, Горном, Жиганском, Нюрбинском, Среднеколымском, Сунтарском, Татинском и Усьянском районах по 1 случаю. Мы также продолжаем выявлять все ближайшие контакты. Они зарегистрированы, взяты под наблюдение. Подтвержден, к сожалению, также один летальный случай новой коронавирусной инфекции. Всего за лабораторной службой проведено 3179 анализов за прошедшие сутки. В целом же это 377 тысяч исследований проведено в наших лабораториях. Хотелось бы еще раз обратить внимание на справки. Вопросы все равно поступают, поэтому еще раз подчеркиваем, что для детских садов мы берем справки о эпидемиологическом благополучии непосредственно либо в едином окне поликлиники, либо непосредственно на медицинских осмотрах, которые сегодня уже начались в детских садах. Для школ справок не требуется. Мы уже начали сегодня медосмотры для дошкольного возраста. Они проходят в основном в поликлиниках и в детских садах, когда приглашают деток с родителями. И сегодня мы занимаемся туберкулинодиагностикой и в дальнейшем вакцинопрофилактикой против гриппа. Просим всех родителей быть активными для того, чтобы проводить профилактику своих детей и самих себя. Всем здоровья! Спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба о текущей ситуации с коронавирусом в регионе. Теперь к другим новостям. Прибор для обнаружения в воздухе COVID-19 представили на форуме «Армия-2020». Кроме частиц коронавируса, он способен определять наличие бактерий, токсинов и других вирусов. Разработка принадлежит Красногорскому заводу и НИЦ эпидемиологии и микробиологии Гамалеи. Комплекс способен обнаруживать достаточно большое количество вирусов, бактерий, токсинов до 86 мишеней. И может работать на площадях порядка 100 квадратных метров и обеспечивать детекцию с чувствительностью, сопоставимой с лучшими аналитическими методами, которые сейчас применяются в лабораториях. Детектор Био также способен определять наличие опасно представляющих угрозу здоровью человека концентрации вируса в воздухе. Надеемся, что этот метод будет востребован при использовании нашего комплекса автоматического для контроля помещений на наличие этого вируса при проведении массовых мероприятий в местах скопления людей, на объектах транспортной инфраструктуры, например, аэропортах, на различных видах транспорта. Управление образования Якутска сообщило о порядке обучения детей в школах столицы. С 1 сентября ученики с 5 по 11 класса будут учиться дистанционно. Но ученики выпускных 9 и 11 классов будут посещать очные консультации в ограниченном количестве и малыми группами. Начальные классы будут учиться очно. Вместе с тем вернется в обычный режим работы и дежурный детский сад номер 84 «Искорка». Те дети, которые летом его посещали, вернутся в свои дошкольные учреждения. Детские сады Якутии начнут принимать детей в обычном режиме с 1 сентября с соблюдением всех гигиенических и противоэпидемиологических требований. Чтобы избежать столпотворения, в столичных поликлиниках на местах организованы выезды врачей-педиатров для осмотра и получения справок. Готовы ли сами учреждения ко встрече с воспитанниками? Ульяна Шагина. Детский сад номер 18 «Прометейчик» в автодорожном округе столицы – один из образцово-показательных. Воспитатели дружно вышли на уборку и дезинфекцию всего здания. До 1 сентября остались считанные дни. Главная задача – обезопасить пребывание детей в учреждении во время карантина. Наш детский сад готовится к открытию. Детей мы принимаем с 1 сентября. Администрация нашего города Якутска наши детские сады оснастила всеми необходимыми оборудованиями. Это
рециркуляторами, дозаторами, антисептиками, дезинфицирующими средствами. 2 здания детского сада, расположенных на одной территории, официально посещают 534 ребенка. И только половина из них придет 1 сентября. До снятия ограничений по коронавирусу родителям детей можно написать отказ на посещение детского сада, но только при наличии справки о сохранении места. 1 сентября будет 298 детей, которые прошли медосмотр. Остальные пока изъявили желание дома посидеть до конца пандемии. Медицинские осмотры детей здесь провели за 1 день. Осматривают пришедших бригады врачей из прикрепленной поликлиники. Такая практика работает во всех садах уже 2-й год и разгружает сами поликлиники от столпотворения. У каждой группы свое отведенное время для сдачи анализа, получения справок и прививок. И дети, и родители очень довольны. Они не ходят в поликлинику. Все на месте, вот тут и делаем. В детском саду медицинские работники берут анализ на яйцеглист, ставят манту и противогриппозный препарат. Тут же на месте выдаются справки об эпидокружении ребенка и о том, что он здоров. Между тем и в 3-й поликлинике практически пустые коридоры. Сдают анализы только воспитанники частных садиков или те, кто впервые идет в муниципальное учреждение. Здесь сейчас, в принципе, сложности никакой не было. Очереди практически нет. 1 человек, если будет, то так. То есть проблем нет. Чтобы обезопасить детей, вход в помещение всех детских садов будет организован с разных сторон здания. Ежедневно будет проводиться утренний фильтр с обязательной термометрией. Родители и законные представители должны быть обязательно в масках. Обязательной станет и систематическая дезинфекция помещений. Всех контактных поверхностей будут обрабатываться игрушки и оборудование. В тех детских садах, где имеется бассейн, будет запрещено его посещение. Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Якутск. В окрестностях Якутска продолжает гореть лес. Накануне мы сообщали, что в районе 15-го километра Вилюйского тракта был обнаружен пожар на площади 5 гектаров. Сегодня утром тушение возобновили. Работают 50 человек и 13 единиц техники. На место также выехала рабочая группа во главе с первым зампредом правительства Алексеем Колодезниковым. Отмечается, что полностью локализовать очаг планируется до конца текущего дня. В случае смены направления ветра возможно задымление в городе. На данный момент угрозы населенному пункту нет. У нас здесь 2 пожара. Это явно поджог. С открытием сезона сбора ягод и грибов у нас резкое количество пожаров увеличилось. На сегодня 24 пожара в центральной и Вилюйской группе районов. Но люди идут, культуры поведения в лесу отсутствует. И кому-то захотелось ягоду собрать, и столько ущерба лесу. У нас уже уголовные дела появились в части того, что виновные лица определены. Будем только ужесточать в отношении тех людей, которые приводят к тому, что у нас лесные пожары возникают. Природное явление сейчас не влияет на пожары, потому что сухих гроз нету. Понятно, что летом, в июле месяце, в июне у нас аномальная жара была, особенно в северных арктических районах. Но сейчас уже конец августа, и все пожары, которые возникают, по сути своей, в зоне обслуживаемой, это человеческий фактор. Также сегодня около 9:30 утра был обнаружен еще один очаг. Благодаря дистанционному мониторингу его обнаружили вблизи городской свалки по Вилюйскому тракту. На место оперативно выехали соответствующие службы и приступили к тушению. На тушении данного пожара задействована группировка сил и средств как и федеральной противопожарной службы, так и республиканской территориальной подсистемы РСЧС. В данное время угроза населенному пункту, а именно дачному массиву на 16, 15 и 13 километрах снята. Пожарные подразделения МЧС России задействованы непосредственно на защиту этих дачных участков, также на окарауливание минерализованной полосы, также именно на тушении фронта пожара. К другим новостям. Вступили в силу поправки о господдержке бизнеса в Арктике. Документ определяет правовой режим, порядок осуществления предпринимательской деятельности и меры господдержки в арктической зоне. Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм, предоставляются льготы по федеральным, региональным, местным налогам и так далее. Правительство России сможет устанавливать и другие меры поддержки, в том числе субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам. Резидентами могут стать коммерческие организации или индивидуальные
индивидуальные предприниматели, общий объем осуществленных и запланированных капитальных вложений которых составляет не менее 1 миллиона рублей. В арктической зоне применяется и таможенная процедура свободной таможенной зоны. Для этого она приравнивается к особой экономической зоне. При этом предусматривается создание общественного совета арктической зоны, состав которого определит Минвостокразвития. Тепло будет подано во все жилые дома Якутска не позднее 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации города. Так, предприятиям, организациям и ведомствам, имеющим на балансе котельные и другие источники теплоснабжения, необходимо приступить к запуску тепла повсеместно по жилищному фонду до 7 сентября. Управляющим и обслуживающим компаниям поручено приступить к запуску с 7 сентября и завершить не позднее 15 числа месяца. При установлении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже плюс 8 градусов по Цельсию в течение последующих 5 суток осуществить запуск тепла незамедлительно, говорится в сообщении. Исполняющий обязанности председателя правительства республики Андрей Тарасенко сегодня находится с рабочим визитом в Алданском районе. Какие объекты посетил премьер, расскажет Руслан Павлов. Рабочий визит исполняющего обязанности председателя правительства республики Андрея Тарасенко в Алданский район носит ознакомительный характер. Новому премьеру старались показать как достижения, так и обозначить проблемные темы. Например, что касаемо исполнения программы по переселению из аварийного жилья, то она движется в обозначенных сроках, даже с опережающими темпами. План этого года будет выполнен, заверяют местные власти. Так, в Алдане, где Тарасенко показали новостройки, в этом году будет введено 12 952 квадратных метров нового жилья, а по району в целом почти 24 тысячи квадратных метров. Хорошие перспективы у строительства детского сада на 120 мест в микрорайоне Солнечный. Как говорят в районной администрации, средства на строительство обозначены. Можно определять подрядчика и начинать готовить площадку под фундамент. Зато есть озабоченность в сроках реконструкции бассейна «Энергетик». В декабре этого года объект должны сдать под ключ, однако пока капитальный ремонт на стадии утепления здания. В сентябре «Энергетик» подадут тепло, а за оставшиеся 4 месяца подрядчикам необходимо будет провести внутреннюю отделку здания и, главное, заменить чашу бассейна. Внутренние работы идут, инженерные сети, электрика. Вот, как видите, благоустройство тоже начато. Но планируем 25 декабря все закончить. То есть люди в следующем году, в новом году уже смогут сюда приходить и поплавать? Да, ну мы надеемся на это. Если особо таких каких-то других форс-мажорных ситуаций не будет, пока идем согласно графика. Но есть отставание, но стабилизация более-менее потихонечку она приходит, нормализация, можно так сказать. Если заказчик надеется на выдерживание сроков, то премьер выразил сомнения по срокам ввода бассейна в эксплуатацию. Давайте договоримся тогда. Я через месяц приезжаю, посмотрим. Проблем не будет. Хорошо? Сделаем. Что? Такой ответственный объект, хороший получается. Сделаем. Он закрыт с 2011 года, и он реально социально значим для города и района. Он уже ребятишки уже ждут. Политическую плоскость даже вошел, потому что даже когда замерзали здесь по котельным, первый вопрос был бассейн. Вот слава богу, что нашли деньги под этот. Сегодня Андрей Тарасенко посетит еще ряд объектов и побывает на производстве золотодобывающей компании «Полюс Алдан». Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении авторегистрации. Если до этого ею занимались только подразделения ГИБДД, в которых выстраивались очереди, то теперь распределение функций возложено на МФЦ. Тем самым количество точек приема автовладельцев в стране заметно увеличится. Тем не менее уточняется, что полномочия по регистрации машин МФЦ не передаются. По сути, госавтоинспекция переезжает в эти центры. Но только при том условии, что они смогут предоставить необходимые рабочие места, площадки осмотра транспорта, а также помещения для хранения спецпродукции. И на этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.